Добрый вечер, дорогие друзья. Я сегодня выхожу в эфир то по одной причине. Я сегодня, вернее, передали сегодня меня мои друзья сообщение из Чечни, что скончался историк Хасан Бакаев. Я передаю мои соболезнования всем близким, всем друзьям, всем родственникам а, покойного историка, хорошего человека, кто старался раскрыть тайны чеченской истории для чеченского народа, показывал такие изумительные страницы чеченского народа, дал свои собственные комментарии по конкретным явлениям. Жаль, что этот человек покинул этот мир, и пусть его родные и близкие похоронят его в своем родном земле. Тяжело, когда узнаешь, что люди, которые живут за пределами своей родины, вынуждены годами жить за рубежом, работать и потом имеют право возвращаться на родину после уже смерти. Я с ним 2 раза общался по конкретной тематике, по конкретной истории. Делали общее дело. Я ему давал информацию и хотел, чтобы мы поработали над проектом Дома Аргамаса. Конечно, у нас были разногласия в этом плане, и некоторые наши взгляды не совпадали. И это в общем, нормально, когда стороны имеют разногласия, но главное было то, что мы хотели работать по направлению и делать общее дело. Я был сторонник того, чтобы посмотреть общую картину, общую культуру всех кавказских народов, которые по преданию являются родственными народами и имеют общую культурологическую платформу. И я хотел, чтобы мы с ним провели одно мероприятие, но, к сожалению, не смогли. Помешала Карабахская война, потом помешали другие проблемы. И вот теперь он уже не с нами. И мне очень жаль, что этот человек, Хасан Бакаев, ушел из жизни. У нас были разногласия по Урарту, что из себя представляет Урарту. Я объяснял, что если мы говорим о Урарту, это общая концепция. И сегодня невозможно вот так взять и сказать, что эта культура относится только к какому-то конкретному народу. Да, факт остается фактом, что Урарту создавали армяне. Но второй факт, что народы, которые жили в ближайших территориях, они участвовали в процессе становления Урарту. И вот в этом плане я делал мои исследования и, в общем, показал, в принципе, откуда могут быть выходцы кавказские народы вот по той традиции, которую мы получили от грузинского историка Леонтия Муравелли. Еще раз мои соболезнования всем чеченцам, родственникам, близким, друзьям, товарищам. Пусть земля будет пухом для него, пусть его родственники, близкие хранят память о него, о нем, а я в ближайшем будущем подготовлю одну специальную передачу о деятельности Хасана Бакаева и как мы
понимали, воспринимали историю целого нашего региона и отдельно взятую историю чеченского народа. Мне очень жаль, что он покинул этот мир. Ему всего было 66 лет. К сожалению, я не знаю семейное его положение, но еще раз мои соболезнования, то есть соболезнования моих друзей, те, которые работали со мной, те, которые знают. И последнюю фразу. Бог дала гечцойл дойльцун. Еще раз. Бог дала геч дойльцун. Это как бы мое почтение к Хасану Бакаеву. Всего хорошего вам, мои хорошие. До свидания.